На прошлом уроке мы с вами говорили о творчестве известного русского писателя Михаила Александровича Шолохова. Чем нам запомнился этот писатель? Потому что они присягали царю, а тут вдруг свержение царя, и они как бы терялись. Куда им пойти дальше? Правильно. Какова была главная цель в жизни казаков, всех казаков? Служить царю. Правильно, служить царю и служить Отечеству, защищать свое Отечество. А со свержением царя у них вот этот ориентир куда-то исчез. Кому служить? Царя нет. Кого защищать? Отчизна вроде есть, но и она теперь не та, не прежняя отчизна, и называется она немножечко по-другому. Не то, что раньше. Еще один роман и еще один рассказ мы с вами должны знать. Судьба человека. Судьба человека, правильно. И? Коловерцы. Они сражались за Родину. Они сражались за Родину. Хорошо, правильно. В 1965 году, правильно. Так, возвращаемся к его произведениям. О чем Тихий Дон? О жизни казачества. О жизни казачества конкретнее. О том, как один казак В какое время? во время гражданской войны. Во время гражданской войны еще. Революции. Во время революции, во время Первой мировой войны. Переломное время. Вот в переломную эту эпоху, на рубеже веков, вот как переживало казачество все эти трагические события. Хорошо, что хочет сказать образом этого заурядного, обычного казака? Трудолюбивый казак. Угу. Чего они не могут? Жить без приказаний. Жить без чего не могут? Жить без царя. Без родины. Неважно, какой строй в нашей стране. Они не могут жить без родины. И поэтому Григорий выходит из своей норы и возвращается к себе в станицу. Кто скучает у нас по родине и вот стремится на родину? Есенин. Какая поэма? Анна Снегина. Почему вы так прямо тихонечко говорите? Конечно же, Анна Снегина. Анна за рубежом живет, но она понимает, что не может жить без России. И поэтому хоть как-то связаться с ней, она пишет письмо. Не могли они жить без Родины, и поэтому к себе домой и возвращались. С какой целью Шолохов оставил открытый финал? Чтобы читатель сам додумал конец, представил для себя, каким будет Дальнейшая жизнь, да. Каким будут взаимоотношения между новым государством, новой властью и Григорием Мелеховым. И, конечно же, чего хочется всем читателям? Чтобы его приняли в новой семье, чтобы он смог там ужиться. Угу. Чтобы он нашел свое место в этом новом государстве. Чтобы с пониманием к нему отнеслись. Так ведь? Не все могут сразу решить, что делать. Потому что психология человека, его идеология, она за один час не меняется. Ее невозможно. Вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек. Ветер, ветер, на всем Божьем свете. Завивает ветер, белый снежок, по снежком ледок. Сквозь всякий ходок скользит, ах, бедняжка. От здания к зданию протянут канат, на канате плакат. Вся власть учредительному собранию. Старушка убивается, плачет, никак не поймет, что значит. На что такой плакат, такой огромный лоскут? Сколько бы вышло портянок для ребят, а всякий раздет, разут. Старушка, как курица, кое-как перемотнулась через сугроб. Ох, матушка-заступница, ох, большевики загонят в гроб. И буржуй на перекрестке воротник упрятал. Пирен пузадыcı, şiir, şiir ben temrik vereyim. Böyle, o jabala buzadıcı, evet.
Атлабуна сума поддержи ужинжа. Халбук мана калыша иге жубари актиксине каннаштада мен канама удар адресер. Шыны сумақ пульти. Шыны сумақ пулмары, сумарға мандыры. Улышын теше, шаттады кармандай bu. Атлабузан милли актиксен булашы. Сумақ туғаған актиксен булашы, сада сумаға улыштараған актиксен булашы. Бұланбалай бұл. Халбарат книга згеріне ужат бір шырде ұқтым страницына. Шырде ұқтым страницына хай и безліме мен шинжен галашқымы правилы бұл. Правильный пиле учень булазады бұл халі. Ez cuma kirada kaçı? Sadece cuma faz para deniyor. Cuma pili, es mali cuma pili. Cuma tastar daga daga. Kaşak sımak niye? Sıbık ne yura kayıksınlar dedi. Matur cuma. Bu sımak ramiçe sıbık kuca. İyi sıbık kuca. Pargemi sıbık ameniye. Kepre daga parada. Kepre daga. Mallir ambaska. Mallir sazı midinci. Ju. Oy tada bu. Ju idinci day. Eprinya. Ma. Paya ne bir sana şak. Şöyle sazı. Ne yaptın bekliyor? Ne? Bu mallir saz falan bulabilir. Ju saz falan ne bu? Akla uzak ol. İyi saz bağırdı. Oy tada bu sazı seni bağırdı. Akşamda kalayı. Burduna yu eti pregalaha. Akşam bir işte jiragan ne bu? Könüge jiragan ne akşamda? Tekrar jiragan. Kayrazdan bir şirat var. Halbana akşam somağı. Bu sıbıkra. Matur, iyi saspalı, mişe sazı. Karasıda bundan bana mesaj ediniz. Kepri. Bu sıbıklar mişe saspalı. Mişe sazı. İlk matur, nasıl? Hayatında var. Bu sazı edin. Abladan mişe sazı bular. Saspalıya kaçı yıkı bu ha? Mişe sazı bular. Bu ju saspalı iyi saspalı dedi. Bu da mişe sazı bular. Tadar insanlar kamalı. Kayak çasmak ne kadar kamalı? Malla. Oy yu malla. Çülelliğe yapırdak şağında kallamay şak jere begilse şağırza kurat pır. Ku bulat mele saspalı? Yu saspalı. Hale şirzabı hade pır şağın ben? Epak sadırap. Ştanına pır? Şüldiyana pır şaklay? Da kallamay kurat pır. Харштаган шүлелеген маттур. Вот шанбек. Ага. Как вот. Шүлеле. Вот. Вот лай. Хитре булжи? Хитре булжи. Торошайра тада деп хитре дважатла веде. Хали шаксене ширза бедерин. Ундан самагызе ваза самагызене жиран. Ланмалай? Береда. Ку парремаш буде кенеге шумне тардарен сыбыксем гурса, ылмаштардымы. Хатте бір сымакыне блаза барат Никита. Lar, larat, larmı, laragan, laraz, larma. Ollanmalaya cezim. Hal hamır burnuşdat bir, hal tubatır perremiş sımahne. Мәлі сымақ ода Снежанна? Юлдаш. Артик сен бұрсай, сымақ сен дұбат бір. Хоба қалғат Никита? Ой, Снежанна? Юлдашым. Юлдашым. Деме бұлат тіресті, да? Никита? Юлдашсен. Юлдашсен, матур? Кристина? Юлдашпе. Юлдашпе демеші, Юлдашпа. Тада дұбат бір? Юлдаш. Юлдаша деме бұлат? Тада? Ай шақ сымақ шумне, артик сен бұрсай, пердере сымақ сен дұбат бір. Полина? Школа. Оксана? Школзе, матур? Артем? Школда адрес? Малда. Школ пердере, ну май озамны деп бір. Şu vazar kardeşim. Школзем, тада дұбат бір Кристина? Шкулпар.
шкулбе. Кеди перебила тор. Шкулба не так. Ашле сама гадвата. Ирина. Ашлеть. Артем. Ашлер. Ашлеш. Матур сирана. Ашлезин. Ашлегин. Матур какавун биле кураждыр хада. Так, бизе биле матуразы нар. Камын тватты. Так, үттізе тватты. Паян дұрыштай жырақшы де, бұрде пилегіме дұрышашы. Ларым. Так, сейчас, ребята, мы с вами проведем самостоятельную работу на тему обыкновенные дроби. Прежде чем приступить к работе, давайте с вами вспомним, какие же дроби мы называем обыкновенными. Кто мне скажет? Так, пожалуйста, Кузин. Обыкновенные дроби – это у которых и знаменатели, и Так, числительные натуральные числа. натуральные числа. Какие же дроби мы с вами называем обыкновенными? Алина? Обыкновенные дроби – это дроби, у которых числители и знаменатели натуральные числа. Так, молодец. Какие же числа мы с вами называем натуральными? Какие числа мы называем натуральными? Это те числа, которые мы используем в счете предметов. Вот, молодец. В счете предметов. Какое самое наименьшее натуральное число вы знаете? Так, Александр? Единица. Полный ответ, да? Пожалуйста. Самое маленькое число – это единица. Какое число? Натуральное Число. Вот, молодец. Вот мне скажите, ребята, в одном часу сколько минут? В одном часу 60 минут. Минут, молодец. Так, теперь скажите мне, так, какую часть часа занимает 60 минут? Какую часть часа занимает 60 минут? Садовникова? 1 час, молодец. Да, ведь? 1 час это. Так, дальше. Теперь 1/4 часа. Сколько минут составляет? Денис Григорьев? 1/4 часа составляет 15 минут. Да, 15 минут. Молодец. Так, половина часа сколько минут составляет? Так, Садовникова? 30 минут. Полный ответ дай. Половина Часа составляет 30 минут. 30 минут. Молодец. Так, 3 часа сколько минут составляет? 3 часа сколько минут составляет? Так, Гусей? 3 часа составляет 20 минут. Так, 3 часа 20 минут. Вот молодцы, знаете. Вот теперь на эту тему мы с вами проведем самостоятельную работу по вариантам. Так, вот я тут написала, в каком варианте какие номера. Найдем эти номера по книге и решаем. Так, аккуратно пишем. Так, все нашли номера? Есть, так? Видишь? Возникнут вопросы только. Какие есть? Спрашивать будете, да?
крышами, занося город, устилая на сотни верст все кругом снегом. Давайте первое предложение. Сами видите, оно немножко длинное, надо правильно расставить знаки препинания. Прочитайте внимательно еще раз и правильно расставьте знаки препинания. Подумайте. Так. И сколько деепричастных, однородных деепричастных оборотов в этом предложении? Найдите основное действие, найдите подлежащее и докажите. Задайте вопрос к деепричастным оборотам. Дайте. Ну дай, Максим. Неделя бушевала метель, запятая. Почему? Потому что дальше начинается деепричастные обороты. Так. Заловая печа в трубах. В печных трубах. Ставим запятую? Да. Так, дальше. Грохотя крышами, запятая. Так, дальше. Занося город, запятая. Так. И все? Так, устилая на сегодня. И вот сейчас подсчитайте, сколько деепричастных оборотов вот в этом предложении. Сначала найдите, давайте, основное действие. Бушевала. Метель, бушевала. Задайте вопрос. Как? Заловая печь в трубах. Заловая печных трубах. Дальше. Грохотя крышами. Занося город. И устилая на сотни верст все вокруг снега. Вот такой длинный деепричастный оборот. Так. Дальше следующее. Передав кому-то цветы, он взялся рукой за лоб, потер его и, сильно сдавливая лицо, провел по нему рукой. Посмотрите внимательно и правильно расставьте знаки препинания. Ну, кто желает? Почему запятую ставим? Ну, деепричастный оборот. Что, где? Начинается или заканчивается? Заканчивается. Так, дальше. Он взялся рукой за лоб. Почему? Ставим запятую или нет? Ставим, потому что деепричастный оборот заканчивается. Разве? Он взялся рукой за лоб, потер его, что-то. Разве деепричастный оборот? Нет. Ну? Однородные. Однородные члены. А вот здесь запятая нужна? Нет, потому что там и соединяет. Так, не спешите, подумайте еще раз. Так. Потер его... И сильно сдавливая лицо, так? И сильно сдавливая лицо. Ну вот здесь запятая нужна или нет? Да. Почему? Ну, потому что деепричастный оборот. Правильно, начинается деепричастный оборот. Запятая. Сдавливая лицо, запятая, потому что деепричастный оборот заканчивается. Угу. Так, и вот смотрите. Основное действие взялся, передав кому-то цветы. Задайте вопрос. Взялся, когда передав кому-то цветы. Дальше. Сильно сдавливая лицо. Вот этот деепричастный оборот. К какому действию относится? Основное действие назовите. Провел. Задайте вопрос. Провел, сильно сдавливая лицо. Провел. Как? Сильно сдавливая лицо. Правильно. Следующее предложение. Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно двигал губами, а его товарищ согнулся, поставив локти на коленки и задумчиво улыбался. Вот такое длинное предложение. И на экзаменах будут такие длинные предложения, поэтому, ребята, надо уметь правильно вставлять знаки препинания. Давайте, третье предложение. Кто желает? Саша? Маленький Федя, тут запятая. Почему запятую ставим? Это причастный оборот. Это причастный оборот или деепричастный оборот, это обособляется. Угу. Тут заканчивается деепричастный оборот. Так. Так. Беззвучно двигал губами. Надо запятая. Почему запятую ставим? Маленький Федя... Мале противопоставлено. Звучал, двигал губами, а его товарищ согнулся. Дальше начинается новое предложение. И это новое предложение соединяется с помощью противительного союза А. Так, дальше. После согнулся. Надо ставить. Почему? Потому что, деепричастный оборот начинается. Так. Запятая. Поставь локти на коленки. На коленки запятая, потому что деепричастный оборот заканчивается. И задумчиво улыбался. Правильно. И вот сколько деепричастных оборотов здесь у нас в этом предложении? Слушая чтение, к какому действию относится? Двигал. Так. Двигал как? Двигал губами как? Слушая своднее. Согнулся. Задайте вопрос. Согнулся. Как?
Поставь локти на колено. Правильно. Четвертое предложение. Гудок возник внезапно, резко нарушив ночное безмолвие и, разрастаясь, заполнил собою ночь. Ну давайте, кто желает? Настя? Гудок возник. Запятая. Запятая нужна здесь? Нет, запятая не нужна. Гудок возник внезапно. Так. Запятая. Почему запятую Потому ставишь? что начинается деепричастный оборот. Так. Назови деепричастный оборот. Резко нарушив ночное безмолвие, запятая. Почему? Причастный оборот заканчивается. Деепричастный оборот закончился. Дальше. И, разрастаясь, заполнил собой ночь. Какие знаки препинания? Запятая нужна? Нужно. Почему? Что начинается у нас? Деепричастный. Одиночное деепричастие или деепричастный оборот? Одиночное деепричастие. Одиночное деепричастие. Так. Запятая. Тоже ставим. Почему запятую ставим? Это же у нас одиночное. Потому что деепричастие всегда поставляется. Правильно. İmaturdur. Etkem entemundur. Dünyada kıtlarsa bildim sintuva. 4. күнегін ашығызда. Анда бар біздің бір шиғыр бар. 94 күнегін іштайдық бетінде, шылай. Анда бар күнегі. Анда 5-ші. Әйда оқып шығабыз. Айсұлу синтір да шул шиғырын оқып шығайды. 5-шіні. Пускай bir karışta batırılırşa o bilimini gerek konan bilen saklaydı. Sakladым. Бұл шиғыр біздің Мұса Жәлил шиғыры. Шылай бет. Алғатта бар. 6-ші жерлері. Әйда, Динар оқымыз. Тұрабызда. Sizden bir güne nerse dileyim, tezrek yılda bulugustan otkanşı ormanga barıp jiterge gerek. Керек. Яқшы болды. Kütülmegen bir vakıya buldu, hiç uylamamanda Heşem'in anası bölde karşı Яқшы болды. Geçeşersin şunda нәрседе болса айтып бересіңдер енді сөздерді. Ауыл турында мы? Нендей ауылда туғансың? Шул турда буламы сеге? Ауылсынасың мы? Қазіргі вақытта қай яшайсың? Мен яшайм деревня Ишмезина Сурейстан. Сырыйлы ауылында. Шылай біздің ауыл Сырыйлы ауылы. Яқшы. Нешенче сыныпта оқисың? Мен 8-ші 8-ші класста оқимын. Сыныпта оқимыз деген біздің бөлшек ауыл. Міне шул. Болды. Отырыңыз. Демек біз сіздің біле таныштық. Бүгін шул Мұса Жәлил һәм Хади Такташ оқушылары белән дип әйтегенде менә бу күнегеләр эшләгәндә дәвам итәбез. 97-шене. Калган 2 җөмләләрне шул тизеп бетерәбез. Яр, алга таба китеп язып бетерсәгез, алга таба барабыз. İmaturdur. Etkem entemundur. Dünyada kıtlarsa bildim sintuvandır. Меня я перепутала. Дичкани угага шуемни мот потом. Ужасаться земля, худо ешемже. Ужасаться земля. Чем же ужасаться? Ну, Ксюша. Да? И тулы курабар радиосек. Алла саласа юля. Если время надо говорить, что газара магилер бар, чем же ужасаться? Да? И. Худо ужасаться Николай. Худо ужасаться А, О, У, И, О. О, терес. О, сазы. Мелес басын дедил болады? Бурыс сергенденге, басын дедил болады. Аблабзасын, чем же ужасаться сумахра, худо ужасаться сумахра, пулидор, кебирмен бат пулинде. Мелес басын жине баларда пурсин гармонизм законе дуру. Худо. Сумахсим, вала. Чем же сумахсим, да? Худо. Чем же сумах? Оксана? Евгения, мало, Ксюша. Петре, Юля. Книги. Щиль. Теги. Щель. Онандра. Мало, Оксана. Худо сумахсим, Мелес басын не говорит? Кажется, Максим, че худо ужасаться? Толы ура барабати. Худо сумахтинси, Мелес басын не говорит. Дендиде сумахра, пурди, худо ужасаться всем буза. Мало, ты слег. Водор. Хор. Хур. Ксюша. Хула. Сергей. Оксана. Оша. Денис. Осан. Уйо. Денис. Кайо. Ты слег. Азате. Азане.
Анне. Анне. Мучи. Мучи. Кука. Кука. Мелия сумах кладывся? Худо сумах мешай. Мандр детей куда? Уда. Ада худо уже совсем. Терес. Гена. Аке. Анне. Терес. Аке. Анне. Син гармонизм десе законе земле закона лапор. Гармонизм законе. Эдрити зекала пор. Эшла уда худо тада шимше самахсембур. Ну, чашка правила предложение. Никита, чашка будет. Меня правильно не сказала, но предложение Керсебелеве. Син гармонизм законе. Шемже сумахсембе. Худо сумахсем. Похонаша. Главное, син гармонизм законе. Сумахсем. Сразу дальше день. Келеш седаны. Урхлаглазан. Сумахра. Епурде шемже. Уже сразу бумага. Епурде. Худо уже сразу бумага. Худуш сумахсем, син гармонизм законе. Сергей? Пухонмаш. Пухон. Маша. Меньше пухонмаши? Юля? Худуш сумахсем. Худуш сумахсем. Син гармонизм. законе. Пухонмаш. Манжи дезень. Предложение сенте. Сумахра. Худуш пумаламаса. Уже да. Шемше уже сасыда? Хыды уже сасыда. Шемше уже сасыда, хыды уже сасыда болны. Сумахсем. Сасыда решение бары килешер надавать. Поза. Шалма много. Сларно хай. Сларно. Валла. Если у лугрей берселинде ударение вреднее. Узон хай. Ударение. Сумахра ударение ладасы. Ударение ладасы на вреднее термин. Денис? Да, сумахра. И да, Субаксенджей. А благословен сумахра мижи ударение ладмоба? Да, субакла мижи, например, тасрахрен, да. И субакладыки, да. И где уже дыки, хали юлахки субакшней. А благословен сумахра мижи ударение ладмоба, например, мижи вот. Allah parrehai. А благословен мен благословен мен рейдили термин. Ударение ладоси. У нас химия не думает чатиться, но скажите. Смотрите. Да. А соспалось. О, сасосим. Чине ударение не хожанно и не удараймас. День, нам усасон. Если он да. День, если он да. Шемже уже со земли ходу уже со не будешь. Малада. Денис хой тараски халат. Работа хой хурамни. Не, предложение Ергена Шпятизм ховрушу хужураку мастера. Хай. Малала. Епи мендерема. О, сасожине Денис не хожат на икме бударимости. Югей да ман. День. Сумахрадада. О, сасу земсер бушне. Ты ушу сасем пулмарштики. Вот, харько он вот хурамна терс хурамна дурада. На почему искалами жена шахлачет. День сумахрадзем. Пурге. О, сасумса ударение что ли? Ну, Денис. Ударение проверяешь обучение. Ударение проверяешь обучение. Сумахра сасум проверяешь ударение что ли, Николай? Para перейдешь пуза, чувашки, субокрайки. Субокрайки, ну, юлашки с обучение югеди, хай? Юлашки. А за день пробузасон, хай? А за день юлашки с обучение. Вара сумахра. О, сасуда. Ты учишь сасу земли пробузасон. О, сасу. Оштару на спине бухмала, хай? Ах, ты слахей. Ну, скажи, дети пришли дома рады земсербе. Оман. О, тунда берет. Мише сыбыгатысы? Егер сыбыга, хай? О, сасуда, ас, уши сасуда бура, хай? О, аблабзасын ударение что югей? Ашине югей, хай? Мен рендиле термин. День-деньде. О, сасу сем. Малдару, значит, убзасын, хай? Ты уши сасысын день. Ударение что югей? Юлашки, сыбык шине, хай? Юлашки, сыбык шине. День-деньде. О, сасу сем, адясем. Юлашки, сыбыкравыр на что бусасон. Ударение что югей тенече? Унынки, сыбык шине югей. Хай, унынки. Слушаем и по голосу повторяем за мной. It is the bed. It is a bed.
Bed is wet. Bed is wet. It is Kim. It is a Kim. Kim is slim. Kim is him. It is Mel. It is a Mel. Mel is well. Mel is well. It is Dot. It is a dot. Dot is hot. Dot is hot. It is head. It is a head. Head is sad. Head is sad. It is a Kim. Kim is slim. It is a Mel. Mel is well. It is a Dot. Dot is hot. It is a head. Head is sad. Sad, good. Так, Victoria, read please. It is a bed. Bed is wet. It is a Kim. Kim is slim. It is a Mel. Mel is well. It is a Dot. Dot is hot. It is a hat. Head. Head. Head is sad. Sad. Так. Теперь переводим. Кристина, read please. It is a bed. Так, что это значит? It is a bed. Так, это кто? Bed. Так, вот. Кирилл. Bed is wet. Так, wet. Вспоминаем слово wet. Что означает? Bed. Bed какой? Wet. Так, какой? Нет, не хороший. Хороший, good. Wet. Да? Мокрый, правильно. Руслан? It is a Kim. Это Ким. Так, Данил? Ким is slim. Ким Какой? Слим. печаль. Так, слим. Слова Селиха. Слим какой? Худой, Стройный, правильно, стройный. Good. Данил? It is bed. Это Это Мел. Петя? Мел is well. Что это значит? Мел is well. Well. Кто скажет well? здоровый. Так, здоровый. Мел какой? Здоровый. Оля, read, please. It is dot. Оля. Так, это кто? Кто это? Это dot. Так, Кирилл, Зайцев. Dot is hot. 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 Hot, Кирилл. Так, dot какой? Dot Hot. Hot. Кто знает hot? Горячий. Горячий. Так, Кирилл. It is a head. Это head. Head is sad. Sad. Head печальный. Так, head печальный. Так, сюда, please. Секунду сделаем. Так. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I am glad to see you. Sit down, please. Так, sit down, please. My name is Кирилл. Who are you, Кирилл? I am is Kirill. Так, I am Kirill. Кирилл. How old are you, Victoria? I am 10. Так, I am 10. Good. Where do you live, Кристина? Где ты живешь? Where do you live? the house. I live in the house. What is your name? My name is Kirill. Who are you? How old are you? Сколько тебе лет? I am. is Так, из. Nine. Сколько тебе лет? I am 9. Так, where do you live? I live in the house. In your house. Very good. Петя, what is your name? My name is Peter. Петя, what is your name? My name My name is Оля. Так, very good. В алфавите как называется эта буква? Y. Повторяем. Y. Ребята, какой же звук обозначает эта буква? Вспоминаем транскрипционный знак.
Значит, если, ребята, эта буква стоит в начале слова, мы произносим эту букву как? Е. Правильно. Е. Повторяем. Е. Так, например, в слове yes. Yes. Читаем. Yes. Еще раз. Yes. Так, вот запомните, ребята, если буква Y стоит в начале слова, то эта буква обозначает звук Е. В конце слова, ребята. Тогда буква Y обозначает звук какой? И. Правильно. И. Так, читаем слово happy. Happy. Funny. Funny. Empty. Empty. Так. Very good. Так, repeat after me. Повторяем слова. Yummy. Yummy. Funny. Funny. Happy. Happy. Yes. 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 Busy. Busy. Empty. Empty. Very good. Света. Полоран. Темір бачиш, шуку бачишінде. Ирин, полова. Бірге бачишінде, София? Положен, маттура заилдемір. Абла болзасын, я балая жезем, бачиш тұрықта, шуку бачиш каларны бұл. Вешлен еші жа. Я балая жезем предложение сказуемое, подлежащее дополнению обстоятельства определения пулма удараща. Определение пулма удараща. Айтыр, подлежащий буладан я балая жеду батпыр. Шаме предложение батпыр. Таня? Они я балаша бат. Они я балаша бат. Подлежащий хожи бун, да? Не, они. Они, мат турданиларға рассказуемый буладан неме батпыр? Юрда зададов. Юрда зададов, сказуемый. А я балая жинхау тазадады. Глагол да он был назад. Так, София? Манын, они врач. Врач подлежащий. Вот, манын они подлежащий, рассказуемый. Манын они врач. Куда они подлежащий, врач сказуемый. Тупрымыр. Ну, обстоятельства булаган. Я балая жеду батпыр. Ильин? Кенеге Булат. Кан кенеге Булат? Эбе кенеге. Эбе кенеге Буладов. А Владозасын мен Буладов? Кенеге Буладов. Я балая протереть. Унын айтымсем камень. Я балая предложение ре. Волк сказуемый глагол определения обстоятельства дополнения пулма удара. Так, Матур. Я балая жезем падештырық пешееші, Петя? Ага. Я балая жезем падештырық пешееші. Чуваш ченде сакыр падеш, камлық падеш, туху падеш. Так, падеш? Теп падеш, камлық падеш, туху падеш. Пару падеш, аңы таштарамыз, ка? Так, пару падеш, шуклы падеш, пирге падеш. Таштарсып кетші. Камлық падеш, гүрім падеш. Так, ты бір бұткына қаларға. Я балая падешсен дұрық үшіне еттерінір. Чуваш чілгенже бұрын сабыр падеш. Ерге бед алып тұр. Чуваш я балая падешсен дұрық үшіне чуваш чілгенже бұрын сабыр падеш. Падеш, камлық падеш, пару падеш, гүрім падеш, туху падеш, пирге падеш, шуклы падеш. Парлелік падеш істерділерін шуклық, юлашки, пирге падеш. Кош патыраштар адыражызым манзығая бұштаны. Ну, халбар едір бізен үйдір, не зене азайлеп бір вәжізіне үйдірізім кам, мен, камын, менен, кама, мене, камра, менре, камра, менре, камзор, мензір, камжын, меншін. Польджа, я балаячы, менде хизеп сенче бұлачы, я балаячын хизебі бұрчы иға. Так, из Иванов. Я балаячын хизепі бұл парлелі хизеп, ну майлы хизеп. Парлелі, тогда ну майлы хизеп прибылать. Тесық сен бешеріп летсеқылар, ға? Тесық алық сем. Алық сем. Иванов, тебір тесық тұп? Еді зем. Еді зем. Аплағын засын ачасем. Ну майлы хизеп аффиксі. Мінлі аффикс құжынатшы бұнда, София? Ну майлы хизеп аффиксі, сем аффикс. Аплағын засын берін. Я балаячы хизеп тұрып ұжына. Онда бізен пірлелі хизеп берді, да? Ну майлы хизеп прибылашы мадорларға. Я балаячы қамынлық формене ежінатшы да. Так, кынагам. Ильин? Я балаячы қамынлық формене ежінат. Камынлық формене ежіні жүк не бол? Мен тарчыға берен, бірін бірсі бар, екен бірсі бар.
Вол собатлана. Дұрыс бағасын собат тұры бұлжынат. Бірінші башынынже бұры меже собат, фетялар. Еще собак. Эбе, бұл бірреміш собат, икеміш собат, бишіміш собат. Определение плохо. Ага, евочки абалаяджи, вол предложениеде определение было. Мактур, и беркушных варды барачаси, дополнение варды бужаблавит. Ну, Георгий. Коля конеге булать. Конеге дополнение. Предложениеде книге дополнение было. Мактур ачасим. Тебір уроға бәлге бара езірған, келге ябалаяджишінже мінбіреніне білімретсе аза елсе келеді, тебір урок рай берсенбе, тәрісле диктанжы жирі бір. Вегетативные, давайте ручки будем поднимать, ладно? Спор не будем. Так, следующий, четвертый организм, как размножается гидра? Так, бесполые, это способ бесполого размножения. Путем почкования, да? Также она может размножаться еще и с половым путем, да? Половым путем. Так, следующий организм, это сенная палочка. Как способ размножения сенной палочки? Сенная палочка. Что это такое сенная палочка? Сначала нужно объяснить. Ну, микроб это тоже понятие обширное. Значит, это бактерии, да? А как размножаются бактерии? Путем деления. А деление это бесполое размножение. Бесполое размножение. Так, дальше. Способ размножения ржи. Половое, конечно. Мы с вами говорили, семенное размножение это половое размножение. Полая форма размножения. Так, размножение картофеля клубнями. Вегетативное размножение. Так, размножение папоротников при помощи спор. Бесполая форма размножения. Так, как размножается способ размножения сосны? Сосна обыкновенная. Половое, конечно, потому что образуются семена, да, семена размножаются только при сосны размножаются только при помощи семян, Так, дальше, к какому способу размножения относится размножение картофеля при помощи семян? Способ размножения мухи. Половое размножение. Так, только черенками. Вегетативное размножение. Так, дальше. Дрожжи. Почкование. Относится к бесполому размножению. Так, инглина. Зеленая. Конечно, путем деления размножается. Это бесполое размножение. Так, значит, мы с вами выяснили форму размножения организма в природе, подробнее остановились на бесполом размножении организма. Ну а сегодня мы с вами перейдем к изучению другого способа размножения. Это половое размножение организма. Да? Так, параграф 6.2. Открываем тетради, пишем сегодняшнее число и название нашей темы. Половое размножение мейоз. Так, половое размножение имеет намного больше преимуществ по сравнению с бесполым размножением. Почему? Потому что при половом размножении мы наследственный материал, гены получаем от обоих родителей. Да? Поэтому по одним признакам мы похожи на мать, по другим признакам мы похожи на отца. И то есть при половом размножении происходит перекомбинация генов. И появляются особи с разным наследственным материалом. Да? В свою очередь, половое размножение осуществляется у нас путем слияния половых клеток, называемых гаметами, да? И еще разновидностью полового размножения является партеногенез. На прошлом уроке чуточку мы с вами об этом понятии говорили. Что такое партеногенез? Половое размножение организма, при которой женские половые... Нет, это гермафродиты мы рассматривали. Партеногенез. И я вам приводила, что рабочие пчелы размножаются или образуются путем партеногенеза, говорили. Что такое партеногенез? Это развитие из неоплодотворенной... Да, развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки. Да, из неоплодотворенной. И давайте вспомним опять из курса
биологии 8 класса. А где происходит образование половых клеток? Эти половые клетки. Где развиваются сперматозоиды, где развиваются яйцеклетки. Проходит несколько периодов или несколько зон. Первая зона – это зона размножения. Зона размножения. Значит, после изучения явления электромагнитной индукции, значит, мы с вами сейчас проделаем такую лабораторную работу, то есть практическая часть. Это называется у нас изучение явления электромагнитной индукции. Да? Значит, цель работы, кто скажет, что мы должны знать? А? Виноват? Изучить явление электромагнитной индукции. Изучить явление электромагнитной индукции. Значит, первый вопрос. В чем же заключается, давайте сначала мы с вами уточним с вами, да? В чем же заключается явление электромагнитной индукции? Об этом мы говорили на уроках, на предыдущих уроках, да? Значит, заключается в чем? Явление электромагнитной индукции. Если в проводнике. Ну, Виноват опять? Если в проводнике возникает электрический ток. Нет. Не точно ответ, конечно. Явление электромагнитной индукции заключается у нас в чем? Так, при изменении магнитного потока в катушке что? Появляется индукционное явление индукционного тока, да? Вот давайте сейчас, у всех у нас есть приборы. Значит, возьмем катушки. Значит, катушка есть там у вас. Да? Катушку соединяем. Кроме того, какой прибор нам нужен? Зайцев. Зайцев. Миллиамперметр. Это у нас, да? И магнит. Магнит тоже возьмем. Так, катушку. Значит, давайте катушку присоединяем к миллиамперметру. Все делали, нет? Так. Так, что мы замечаем? Что мы замечаем для слова? Стрелочка миллиамперметра двигается. Так, отклоняется сначала в одну сторону, когда удвигаем в другую сторону, да? Тогда вопрос такой. Почему стрелка не отклоняется? Что это значит? Это значит, что в цепи нет индукционного тока. Нет в цепи индукционного тока. Почему нет? Кто скажет? В каком случае мы замечаем только? Если магнит двигается. Так. Ну как? Происходит изменение? Чуть-чуть, конечно, это зависит. Так, давайте вот так делаем еще. Скорость пронизывания магнита увеличиваем. То есть быстрее двигаем и выдвигаем. Значит, здесь что? Какой вывод можно делать? Какой вывод можно делать? Кто скажет? Как можно увеличить или уменьшить индукционный ток? Чем сильнее. Ну, Так, сегодня мы с вами будем повторять ранее изученные темы. Это конкретно будем работать по программе Microsoft Office Word. Так, и будем работать с символами. Вот я на доске нарисовал эту формулу. Эту формулу напечатаем. Марк Александр нам расскажет, как это все делать подробно. Нажимаем «Ставка». Ага.
формулы. У нас вот вышло место для формул. Теперь задаем формулу. Вот дальше переводим на английский язык, нажимаем Shift Alt и пишем F, скобочки, X, скобочка закрывается, равняется. Теперь нажимаем вставка. Вот здесь в правом углу есть формулы. Нажимаем формулу. У кого не получается, это смотрим. Выбираем дробь. Вот тут все разновесные дроби есть. Мы выбираем вот первую. 5х. Вот у нас здесь должно быть 5х квадрат. Опять же, выбираем ставка, формулы, и здесь есть индекс. Нажимаем индекс и видим, что вот в верхнем углу можно поставить какое-нибудь значение. Значит, можем ставить и квадрат, и куб, так ли? Любой степени можно ставить. Вот. Выбираем вот верхний и ставим 2. Теперь у нас осталось остальное. Теперь минус 2х. Все получилось. Смотрите, не забывай. Закончили, можно сказать, уже осталось несколько уроков изучения 18 века. Да? Каждый век оставляет в истории неизгладимый след. Вот 18 век в лице своих исторических героев тоже оставил такой след. Давайте мы с вами вспомним людей, которые вам запомнились вот за то время, пока мы изучали 18 век. Пожалуйста. Петр Первый. Рука. Петр Первый. Петр Первый. Саша, надо вставать. Когда отвечаешь? Петр Первый. Петр Первый. Садитесь, пожалуйста. Как еще называют Петра? Петр Великий. Петра называют Петром Великим. Давайте с вами вспомним дату правления Петра Первого. Наташа. 1782-1921. 25. Правильно. Давайте теперь вспомним, что же такого сделал Петр замечательного, что его называют великим. Пожалуйста, руки. Ну, вспоминайте, Максим. Открыл выход Балтийского моря. Получил выход в Балтийское море. Еще. Настя. Создал регулярную армию. Регулярную армию. Ну, кто помнит, в каком году создал регулярную армию Петр Первый? 1760. В 1705 году. Еще что создал Петр Первый? Но если регулярная армия, то он обязательно создал поле и флот. Петр Первый создал флот. Садись. Сенат. В каком году Петр Первый создал флот? В каком году? Ну, забыл. Максим, ну, Коля? 1696. В 96 году. Молодец. Еще что сделал Петр Первый? Павел. Табель о рангах. Он создал табель, о рангах вставать нужно, да? Если они не обучались, им нельзя было жениться. Нельзя было жениться на введение. А еще в 1721 году за победу Петра I в Северной войне, за то, что он сумел добиться выхода в Балтийское море, им был присвоен титул императора. Да? А Россия стала называться империей. Так, хорошо. Еще кого из великих людей 17 века вы помните? Ну, Динара, еще кого? Кого? Анну. Ну, мы не будем говорить, что она сделала. Она не так много. Она больше плохого сделала для России, да, чем хорошего. Еще. Екатерина. Еще, Данила. Елизавета II. Как кто? Елизавета Петровна. Елизавета Петровна была кем? Дочерью Петра I. Дочерью Петра I, да? Естественно, она продолжала
на 4 формы ее отца. Так, еще, вот совсем недавно, кого изучали мы? Тим, кого изучали? Екатерина II. Екатерину Великую, да? Почему Екатерина Великая названа Великой? Ну, Коль, почему? Что она сделала такого? Кто она была? Давай ставь. Она была иностранкой и победила в войне с Турциями. Турцией. Еще... Россия победила войну с Турцией, дух войны, да? Ага, еще... И за счет этих побед было значительно расширено русское владение. Она еще владение наше, расширила. Да, расширила. Расширила в результате войн и еще в результате разделов Речи Посполитой. Вот Россия ведь не хотела идти на раздел Речи Посполитой. А почему она согласилась на это? Почему те? Потому что на Россию хотели напасть Австрия и Турция. И Турция, ага. Если войны с Турцией мы приобрели южные территории, да, хлебородные районы, то в результате разделов Речи Посполитой мы приобрели какие территории, Наташа? Только не восточные. Это восточные территории нашей страны, а мы приобрели западные территории России, да? Это Прибалтика, это Белоруссия, это Украина. Что же сделал для России интересного Павел I? Очень много он сделал хорошего. Прежде всего, он очень лояльно относился к крестьянам. Он говорил, что нужно сделать так, чтобы жизнь крестьянина стала немного легче. Но прежде всего он наделил крестьян землей. Этой земли было немного, всего 15 десятин. Но тем не менее, для крестьянина, и это тоже было хорошо для крестьянина того периода времени. Павел I, он отменил привилегии дворянства. Если век Екатерины Великой называют золотым веком дворянства, потому что дворяне получили большие привилегии, то при Павле I было все наоборот. Дворяне должны были служить в армии, а раньше они были освобождены от этой службы. Дворян могли наказывать, дворяне были обложены налогами. Естественно, все это особой радости со стороны дворянства не вызывало. Крестьянам живется очень тяжело, ценные продукты очень большие, поэтому он снизил цены для крестьян на очень важные продукты, например, такие как соль, сахар. Он даже приказал продавать часть продуктов из запасов государства. Естественно, для крестьян это было очень хорошо. Кроме того, при Павле I не могли наказывать людей розгами старше 70 лет. При Павле I был специальный день, когда возле его дворца помещали ящик, и в этот ящик каждый крестьянин мог опускать свои жалобы на помещика. А раньше этого делать они не могли. Естественно, для крестьян все эти нововведения были очень-очень большим плюсом. Так, пожалуйста, Я во время каникул была в Москве. Очень мне понравилось. Я была в Кремле. В Кремле было очень интересно. Еще мы ходили к Александру Сергеевичу Пушкину, где он венчался с Натальей. Почему молодец? Так, пожалуйста. Я во время каникул пошла в Чебоксары. Я этого научилась кататься на коньках. На коньках? Да, хорошо. Так, дальше наш муж кататься на коньках здесь, так? Да. Мы построили тут с вами что? Площадку дальше. Так, пожалуйста. Я на зимних каникулах поехала в Казань. Там да. было очень весело. Мы пошли на дневное шоу. Там Баба Яга и Лиша хотели украсть Новый год. Так, хорошо. Так, кто-то куда-то ездил. А кто во время каникул прочитал какую-нибудь книжку? Так, пожалуйста. Я во время каникул читала книги. Так, какие именно? Виктора Гюго «Казет». Да, хорошо. За последнее время прочитал новую сказку. Пожалуйста. Пожалуйста, какую сказку читала? Теремок. Теремок, да. Так, хорошо.
Стих? Я прочитала книгу мастеров. Так, хорошо. Так, внимание. Вот ребята вот говорят, сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок. А почему так говорят? Думаем? Так, пожалуйста. Потому что сказка лис и волки разговаривают. Так, хорошо. Точно. Так. Сказка нам учит хорошо. Правильно. Сказка учит нас хорошо себя вести. Так, еще чему учит? Учит доброму, хорошему, так, чтобы мы не обижали кого? Маленьких, слушались старших, так. Например, все мы знаем сказку «Колобок». И эта сказка заканчивается, можно сказать, трагедией. Так ведь? Какая трагедия там была? Так, пожалуйста. Там лиса съедает Колобка. Да. И о чем хочет нам сказать эта сказка? Пожалуйста, вывод. Пожалуйста. Эта сказка нас учит не быть хвостунами. Вот когда мы без предупреждения уходим из дома, с нами может случиться всякое. И поэтому что нам надо делать? Надо спрашивать разрешение у кого? У родителей. Если вы вовремя не спросили, у вас у всех есть телефон такой, можно позвонить и сказать, где вы находитесь. Такой. Потом, можно ли разговаривать с незнакомыми людьми? Нет. С незнакомыми людьми нельзя разговаривать. Да, правильно? Так, видите, сказка нас всему учит. Сегодня у нас тема урока иллюстрация. Записываем. 18 января. Так, может быть, это слово вам не знакомо, но мы с вами рассмотрим данное определение. Можете записать. Иллюстрация. Иллюстрация. Это изображение описанного. Иллюстрация. Это изображение описанного. Так, записали, да? Так, внимание. Например, большой, известный писатель написал хороший рассказ. Этот рассказ он приносит кому? Художник, так сказать. Художник, прочитав этот рассказ, по содержанию этого рассказа делает рисунок. Так сказать. Вот это называется иллюстрацией. Ясно всем? Всем понятно? Так, хорошо. Так, кто мне может рассказать вкратце это содержание? Пожалуйста. Ворона нашла кусочек сыра и села На ветку. на ветку. Там это все увидела лиса и хотела съесть сыра. Но Так, хорошо. Дальше кто продолжит? она стала хвалить Ворону, ворону, какой у нее приятный голос. Она говорит, можно я услышу твой голос? Ворона каркнула, и из ее выпал кусочек сыра. И лиса? Лиса взяла и съела. О чем нам хочет сказать автор этой басни? Думаете? Так, все думают, все. Так, пожалуйста, Павел. Не быть таким глупым. Так, молодец. Так, дальше. Не быть доверчивым. Правильно. Так, дальше. Надо думать. Надо думать. Правильно. Да? И не врать. И не врать. Да, хорошо. Так, в жизни бывают разные люди. Добрые, злые и хитрые. Так ведь? Надо ли им доверять? Нет. Не
надо. Прежде чем что-то делать, надо, как сказала, думать. Так ведь? Так хорошо.